Здравствуйте, дорогие зрители веб-сайта Туркменпортал. Сегодня у нас в гостях основательница своего бренда в Турции, который предоставляет туркменскую национальную одежду, она же модель, участвующая в модных показах, Марал Бяшимова. Марал, мы очень рады приветствовать вас у нас на передаче. В первую очередь расскажите о себе, расскажите о своем детстве, где вы родились. И, конечно же, нам очень интересно узнать о вашей семье. Здравствуйте. Спасибо, что вы меня пригласили на ваш канал. Я очень рада, конечно же. И я родилась в Лебабском вилаяте, Дановская Траба. Училась там, закончила среднюю школу. Родители у меня тоже там проживают все еще. Вот так вот, хорошее детство было, все хорошо. Училась в музыкальной школе там, на танцы ходила. И закончила потом, в университет дальше полетела. Вот так вот. Цель вашей первой поездки в Турцию – это образование? Обязательно, да. Образование было. Я училась в Истамбульском университете французского языка и литературы. А вы по профессии По лингвист? профессии, да. Как вы пришли к тому, чтобы открыть свой бренд, свой магазин в Турции? Вам кто-то это посоветовал или это была ваша цель изначально? Сначала было так. Я училась в университете. Там у нас проводили конкурсы. Мы представляли, каждый представлял свою родину. Например, когда я представляла Туркменистан, я танцевала там наш национальный кюштепте танец. Вот. Оттуда началось все, и потом я начала привозить свои наши национальные одежды и давать студентам, которые в других университетах учились. Им давала одежду, и вот так вот потом пошло. Вы закончили бакалавриат, получается? Угу. По профессии лингвист, но вы пошли совсем в другую сторону, да? У вас уже очень большой поток клиентов, вы работаете, я так поняла, давно. Расскажите, как создаются эти национальные наряды и как вы пришли к тому, что имеете сейчас? 5 лет тому назад я открыла свой магазин в Турции. Я начала завозить туда товар чисто из Туркменистана, чисто нашей национальной одежды. Вначале у меня было, мы постоянно представляли Туркменистан, и на праздниках моя группа танцевальная «Марал» выступала там. А потом уже постепенно я начала завозить товар, наши туркменские одежды, и потом организация свадьбы. Туркменская, чисто национальная туркменская свадьба. В Турции проживают наши туркмены. Они там делают свадьбы, и поэтому я решила так сделать. А почему бы нашей национальных одежды здесь нету? Надо обязательно быть. Если отсюда делают свадьбу, обязательно наших туркменских обычаев, наших кюрте. И потом началось вот так вот. На этом фоне у вас началась организация свадьбы под ключ. Да. Это настолько обширная деятельность, как вам удается и не сложно ли? Сложно. Одно и сложно. Но стараемся. То есть расскажите, что вы предоставляете? Свадьба под ключ, что туда входит? В нашу организацию входят операторы, танцевальная группа «Марал», свадебное платье, визажисты, стилисты, певцы, диджеи, наши национальные блюда. Все, что как здесь, в Туркменистане у нас, там также. Просто, я думаю, мечта каждых молодоженов, чтобы за них взяли, это все организовали, и еще и на высшем уровне. Клиенты в основном все довольны? Все довольны, да. Чокщики. У нас и наши туркмены, и афганские туркмены, и иранские туркмены, узбекские туркмены. Туркмены, которые там проживают, у всех свадьбы.
И организуем мы тоже вот как можем и все. Очень интересная и красочная деятельность у вас. А вот вы упомянули танцевальную группу «Морал». Расскажите немного, вы сами там танцуете тоже? Нет, я сама не танцую. У меня есть танцоры с Дашауза, с Либапа, с Балкана, с Ашхабада. Ну, со всего Туркменистана есть у меня танцоры, которые уже 5 лет у меня работают. Спасибо им большое. Они меня так уже поддерживают, сколько лет. Молодцы они. То есть танцы чисто национальные? Чисто национальные. Да, чисто наши национальные. Кюштепте, ялык танцы, белезик. Ну, чисто вот наши национальные. Да. Девочки мои, мальчики мои танцуют, да. И вот, например, на праздниках у нас там проводятся такие мероприятия, которые каждая страна должен показать свою культуру, да. Традиции. Да, свои традиции, свои культуры. Вы когда-нибудь задумывались над тем, чтобы бросить свое детище и, например, поменять сферу деятельности в какое-нибудь абсолютно другое направление? Даже если да, то что бы это было? Пока нет. Пока все хорошо. Пока все хорошо, да. Пока я хочу направиться именно на моем в этом работе. Я хочу расширить. Я хочу не только, вот, например, в Стамбуле, я хочу за границей, например. Хотелось бы, если бы у меня была возможность, я бы хотела бы во всех странах открыть вот свой бренд, свой магазин, чтобы вот постоянно представлять, да, нашу национальную одежду и вот нашу культуру. Популяризировать нашу культуру, наши традиции. Да. Вот было такое. Мы, например, в Турции проводили вот так, одевались вот чисто на национальную одежду, а потом по улицам Таксима или же вот по Стамбуле, например, гуляли, и туристам всем задавали вопросы. Вот это вот одежды, какой культуры, например. Кто знал, я им подарок давала, наша ладяшка. Question. I don't know. You have to tell me, I think. Okay, started from T. T. Turkmenistan. Yeah. Okay, now I got it. Thank you. Oh wow, thank you so much. Ручная вот это вот. А вот кто не знал, им говорили, вот, это Туркменистан, вот, чтобы знали. Теперь, например, кто даже не знает, они уже знают все. Это туристы, да, с Англии, с Нью-Зеландии. Ну, их много там со всей страны. Индия, Пакистан, и со всех стран. Ну, там же туристов много. Да. Очень круто, что вы популяризируете, на самом деле, нашу культуру, традиции, вот так вот в массы и за границей. Также мы знаем, что вы снимались в кино. Скажите, в каких фильмах вы снимались? Сначала я ходила, когда училась в университете, на актерские курсы. Потом участвовала в театре, там в Стамбульском, ТОП-КП. А потом уже начала тренироваться. У меня была профессия каскадерша. Я 7 лет там работала. Ну и заодно снималась в своих тоже фильмах были. Были роли. Хотя маленькие, но были. Какие-то знаменитые сериалы были из тех, что смотрят в Туркменистане? Да, так, сперва вот этот вот Дирилиш Эртурул, который в начале было. Это в начале. Сколько лет, да, уже сколько лет прошло. А сколько Курпарвази было, это уже давно закончились. Ичарде, Чукур, вот это вот. Их много, у меня просто очень большой CV, и я их всех уже не вспомню, можно сказать. Их много. А какие роли вот ближе вам? Ближе ко мне только вот экшен, можно сказать, только экшен. Не зря я, листая ваши соцсети, увидела у вас на страничке байк. Вы девушка такая экстремальная. Я думаю, откуда это все? Оказывается, это вот все с этих курсов актерских на каскадера, да? Да. Чем вы занимаетесь в свободное время? Как проводите досуг? Если честно сказать, свободное время у меня, можно сказать, вообще нету. Я постоянно работаю с утра до вечера. Вечером у нас всегда свадьбы. А так я читаю. Я читаю книги. Когда была в университете, я купила 120 книг.
И постепенно их начала читать. За сколько времени вы их прочитали? Это очень сколько, много. 9 лет, наверное, сколько лет по одному. И там были и психологические драмы, и как сказать, комедии, все разные. Ну, это, наверное, поспособствовало вашему изучению турецкого языка. Да, У вас, да, наверное, он идеальный, если вы столько книг прочитали Да. на турецком. А сколько свадеб у вас вот бывает в день? И еще вот такой вопрос. В Турции свадьбы такие же грандиозные и большие? Много народу туда приглашают или не настолько? Так, в Турции свадьбы бывает, насколько есть на 1000 человек свадьбы бывают, и есть на 250. Стандарт 250, например. Есть и еще мало, например, 40. 50 Но были человек. на 1000 ваши, И были, да, на вашем 1000, опыте? да, чисто наши туркменские. М. Вот, как здесь, и там тоже делают. Ну, организация также туркменская, поэтому вот так вот. То есть отбоя от клиентов у вас нету? Вы создали этот бизнес, и Да. у вас все идет хорошо. Да, в сезоне у нас свадьбы много, например. Сейчас, после вот Нового года, пока еще вот только начинается, но все равно есть. Какая черта в людях вас отталкивает, а какая притягивает? Я люблю добрых людей, веселых людей, позитивных людей. Когда они приходят, вот, например, да, говорят, у меня вот такого числа вот свадьба. Вот, и когда они позитивные, мне хочется, знаете, эту свадьбу сделать как вот своей, да? Вот хочу сделать все лучше и лучше и лучше. А когда вот клиент приходит и просто вот с негативом, он и с негативом он уходит. Он вот это вот все мне оставляет. Поэтому я люблю добрых и вот позитивных людей. Потому что я сама такая постоянно позитивная. Да, по вам Да. видно. А как вы вот очищаетесь от этой всей негативной и не очень хорошей энергии? Я бываю дома, сама по себе, в комнате отдыхаю, все. Ну, бывает стресс очень иногда, что приходится иногда плакать сама по себе. Конечно, всем не расскажешь. Все, ну, как говорится, все люди снаружи очень говорят, что очень сильная, очень такая. Ну, у нас тоже бывают моменты, в которых не в руках все. Конечно, а вот у вас есть какие-то прям близкие люди там рядом? У меня есть, да, у меня есть там сестренка есть, сестра есть. Они там живут тоже. Мама хорошо. есть. Что есть? Есть, да, они приезжают, рядышком. уезжают, да. Да, А родители вместе. тоже, мама приезжает? Мама, да, приезжает, уезжает, да. А вы когда-нибудь хотели подражать кому-то? У вас есть кумир? Может быть, с детства? Нет? Нет. У меня только вот мечта была, чтобы сняться с голливудскими актерами, и все. У меня вот эта вот мечта была. Когда я занималась актерством, ну, когда я ходила на каскадерство, у меня вот эта вот мечта была, и все. Ну, у меня только один кумир, это Джейсон Стэтхэм, и все. Хотела с ним, да, в одном кино сняться, но у меня там, в Анталии снимали его кино. Но так получилось, что не наше агентство туда поехали, а другое, да. И так не получилось. Вы не хотели бы возобновить актерскую деятельность? Хотели бы вернуться? Хотелось бы. Но мне вот тренер мой тоже пишет, звонит, говорит, иногда вот режиссеры есть, которые предлагают роль, но, как сказать, я сейчас не могу бросить свою работу и пойти туда. Если я начну, опять же, ту работу, у меня времени не хватит на эту работу, поэтому... Ну, предлагают уже. А я хочу вот так вот. Если предложат хорошую роль уже, да, например, и на долгую, например. Стоящую роль? Да, стоящую работу. Тогда ладно. А так бросить свою работу и нет, пока нет. Ваше самое большое сожаление. Хотели бы изменить что-то в жизни, была бы такая возможность? Сожаление. Если бы у меня была бы возможность, я бы эту работу начала бы уже давно бы. Давным-давно надо было. Когда вот первый раз, ну, в каком году? В 2009. Вот если бы я тогда бы вот открыла эту компанию, было бы еще лучше. Ну, только это сожалею. То есть вы бы уже открыли, закрыли, уже бы Да, начали да, что-нибудь да, новое, да, так как да, вы девушка да. предприимчивая, Да. сильная.
какие курьезные случаи, может быть, у вас случались в день свадьбы, вот когда уже жених и невеста все готовы? Что... Так было так. Невеста одевалась у нас. Выходила с нашего офиса вот и чисто в нашем национальном одежде, кюрте. Жених приехал, дал цветы, и он ушел. Он думал, ну, пока это операторы там снимали, то все, и он думал, что невестка в машине. И он уехал на другой машине. Потом они должны были поехать в другое съемочное место, и смотрит, невестка там осталась, звонит: а где вы? Как там невестка спрашивает: где ты? Он говорит: а ты случайно не на этой машине? Просто он не спал в ту ночь. Распереживался. Да, и забыл невестку Уехали в магазине. все, невестка осталась. Да, она внизу, пока и операторы снимали там, и забыл невестку, все. Самгон потом все пошло по плану, успели, Да, обратно, потом учитывая приехали, пробки в все. Стамбуле. Потом приехали обратно, и все, забрали невесту. А это было так смешно. Жених все сидит, и как я мог это все сделать? Прям в день свадьбы. Невестка недовольна уже. Настроение было испорчено. Да, все. Я не пойду замуж, как ты мог меня забыть На в самом день деле, она свадьбы? устроила Да. такую сцену. Да. А и какие у нас там сцены не бывает. Марал, спасибо большое за интересную беседу, спасибо за то, что пришли к нам на передачу. Очень приятно было с вами познакомиться. Мы завершаем нашу передачу, но это еще не все. От нашей команды Туркменпортала мы дарим вам подарки. От Катмер, Спасибо это большое. сладкое. От Лоллис, тоже подарочек вам. Спасибо большое. Такой. От Боссан. Уедете не с пустыми руками. И, конечно же, Спасибо. сладкий тортик от Зият Хилл кондитерской. Это вам. Спасибо большое вам, Сабина. Спасибо большое Туркменпорталу за гостеприимство за такое. Рада познакомиться с вашей командой. Мне очень приятно. Спасибо большое. Пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить Гахраман Аркадамза, Аркадалы Гахраман Сердармза за такую возможность, что мы можем представлять нашу национальную одежду, нашу культуру в других странах. Хочу сказать большое спасибо. Ну а мы благодарим вас, желаем вам дальнейших успехов в вашей деятельности. Продолжайте ее, мы будем наблюдать за вами и гордиться. Спасибо большое. Ну а мы завершаем нашу передачу и, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить ресторан «Султан» за предоставленное место для съемки.